Hayırlı irte muhterem vatandaşlar, büyük жиңүү күнү белән сезне. Доброе утро, дорогие земляки, казанцы, татарстанцы и гости нашего города. Мы находимся в самом центре нашего города, на площади Тысячелетия в Казани. И несмотря на холод, мы отмечаем вместе со всеми россиянами грандиозный праздник День Победы. Эту трансляцию в прямом эфире видят зрители телеканалов ТНВ Татарстан, ТНВ Планета, а также в социальных сетях, в интернете, на сайте ТНВ, на нашей странице ВКонтакте и в приложении ТАТ-ТВР. Дөрестәндә бераз гына салкынча һәм җилле булуга карамастан, кәефләр бәйрәмчә һәм без турыдан-туры трансляциядә эшлибез. Безнең Яңа гасыр телерадио компаниясының күчмә төшерү станциясе Казан шәһәренең 1000 еллык мәйданында Кремль диварлары янында урнаштырылган. Биредә берничә мизгелдән Казан гарнизоны гаскәриләренең Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгына багышланган тантаналы йөреше башланып китәчәк. Турыдан-туры трансляцияны сез Татарстан Яңа гасыр телеканалында, ТНВ Планета һәм ВКонтакте сайтларында карый алачаксыз. В эти минуты мы, так же, как и вся эта красивая площадь, как и все гости праздника в предвкушении парада, на котором примут участие и четким строевым шагом пройдут курсанты юридического института МВД России, сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан, сотрудники Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Татарстан, представители Приволжского управления Федеральной таможенной службы, курсанты центров военной подготовки Казанского национального технологического института и Технического университета имени Туполева, студентки Казанского медицинского университета, студенты Всероссийского государственного университета юстиции, а также ветераны боевых действий, десантники, кадеты и юнармейцы. 1000 еллык мәйданында мөхтәрәм рәсми кунакларыбызны каршы алабыз. Һәм алар арасында мөхтәрәм шәхесләребез, хәзер без аларның исемнәрен атап үтәрбез. Раис Республики Татарстан приехал на ГАЗ-14 «Чайка» советском представительском легковом автомобиле большого класса. На автомобиле фотографии дяди Миниханова Галимзяна Минихановича. В октябре 1941 года Галимзян Миниханович прибыл в пополнение 359-го стрелкового полка 50-го стрелковой дивизии Западного фронта. Пал в бою 15 декабря 1941 года в возрасте 19 лет. Шулай итеп, 1000 еллык мәйданына рәсми кунаклар килә. Алар арасында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов, Татарстанның беренче президенты, Россиянең хезмәт герое Минтимер Шәрип улы Шәймиев, Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Валерьевич Песошин, Татарстан Республикасы рәисенең аппарат җитәкчесе Әсхәт Әхмәт улы Сәфәровләр һәм башка мөхтәрәм кунаклар бар. Шулай итеп, безнең Казан гарнизонының хәрби йөреше бу минутларда башланырга тора. Без инде аларның башлануын бик нык көтәбез. Һәм салкын булса да, бәйрәм кәефе беркемне дә ташламас дигән өметтә калабыз. Барыгызны тагын бер мәртәбә бөек җиңү көне белән тәбриклибез, мөхтәрәм ватандашлар һәм кадерле милләттәшләр. Ждем начала парада и, конечно же, поздравляем всех с Днем Победы. Счастья, всем здоровья, берегите друг друга. И, конечно же, пусть вот этот холодный день не испортит вам праздничного настроения. Әлбәттә шулай. Внимание! Ихтибар! Говорит и показывает Казань. Столица Республики Татарстан. Город трудовой доблести. Казанның 1000 еллык мәйданыннан сәламлибез сезне.
в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, торжественное прохождение войск Казанского гарнизона. Парад под государственный флаг Российской Федерации. Знамя Победы. Государственный флаг Республики Татарстан. Смирно! Для встречи слева. Накра! Под музыку песни композитора Александрова «Священная война» на площадь тысячелетия выносятся государственные флаги Российской Федерации, Республики Татарстан и легендарное знамя Победы. Сегодня знамя Победы, государственные флаги Российской Федерации и Республики Татарстан несут лучшие курсанты роты почетного караула Казанского высшего танкового командного ордена Жукова краснознаменного училища Вадим Гусев, Булат Габдрахманов и Иван Беспрозванный. Курсант Вадим Гусев за смелость и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, награжден орденом Мужества. Тысяч уроженцев и жителей Татарстана были призваны в ряды Красной Армии во время Второй мировой и Великой Отечественной войны. Безвозвратными потерями, погибшими и умершими от ран в годы Великой Отечественной войны, пропавшими без вести считается 378 тысяч человек. Героями Советского Союза признаны 353 человека, из которых 185 уроженцы Татарстана, а судьбы 168 связаны с нашей республикой. Полными кавалерами Ордена Славы признаны 51 человек. Россия Федерациясы президентінің 2020 жылының 2 июліндегі указы негізінде Татарстан баш қаласы Қазан шәһәренә хезмәт батырлыгы шәһәре исеме бирелде. Казан халкы шәһәрдә урнашкан сәнәгать предприятиеләрендә хәрби һәм гражданлык продукциясын үзлексез җитештерүне тәэмин итеп, шул ук вакытта масса күләм хезмәт батырлыгын һәм фидакарьлеген күрсәтеп, Бөек Ватан сугышы елларында җиңүгә зур өлеш керткән. Вольно! Прямое включение Парада Победы с Красной площади. И встречного марша
Министр обороны Российской Федерации, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу направляется к центру Красной площади для принятия доклада о готовности войск Московского гарнизона к параду. Встречает министра обороны, главнокомандующий сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков. Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал армии Салюков. В соответствии с порядком проведения военного парада, министр обороны и главнокомандующий сухопутными войсками начинают объезд парадных расчетов войск Московского гарнизона. Сегодня в торжественном мероприятии принимают участие свыше 9 тысяч военнослужащих, в том числе более 1000 участников специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу и командующий парадом Олег Салюков направляются для приветствия слушателей военной академии сухопутных войск, курсантов военного университета и военной академии материально-технического обеспечения. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Сухопутные войска на протяжении многолетней истории надежно стоят на страже Отечества. Воины-сухопутчики, как в суровые годы Великой Отечественной войны, шаг за шагом освобождают мир от приспешников неонацизма и международного терроризма, проявляют при этом храбрость, отвагу и несгибаемую волю к победе, действуют слаженно и решительно в самых непростых условиях. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Министр обороны поздравил с Днем Победы парадные расчеты воздушно-космических сил, летчики, военнослужащие космических войск и противовоздушной обороны круглосуточно обеспечивают надежную охрану воздушно-космического пространства страны, ежедневно способствуют продвижению войск на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Министр обороны приветствовал парадные расчеты военнослужащих военной полиции, войск радиационной, химической и биологической защиты, Росгвардии, ФСБ и МЧС России, кремлевских курсантов.
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Министр обороны поздравил с Днем Победы парадные расчеты ракетных войск стратегического назначения и воздушно-десантных войск. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Министр обороны приветствовал парадные расчеты участников специальной военной операции военно-морского флота, Михайловской военной артиллерийской академии, Всероссийского казачьего общества, воинов-железнодорожников, военнослужащих женщин и юных участников парада, суворовцев, нахимовцев, юнармейцев и воспитанников Кронштадтского морского кадетского корпуса. Генерал армии Сергей Шойгу совершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к Параду Победы готовы. Генерал армии Шойгу. Вольно! Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции. Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником. Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм. Освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести. Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни. Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития.
Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны. А мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом. В тяжелых, кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма. 3 первых долгих, труднейших года Великой Отечественной войны Советский Союз, все республики бывшего Советского Союза практически 1 на 1 сражались с нацистами, тогда как на военную мощь вермахта работала практически вся Европа. При этом, подчеркну, Россия никогда не принижала значения Второго фронта и помощи союзников. Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. И всегда будем помнить, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества. Дорогие друзья, Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас. Сегодня, в День Победы, мы осознаем это еще более остро и отчетливо. И неизменно равняемся на поколение победителей. Отважное, благородное, мудрое. На его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды. Всегда быть уверенными в себе и в своей стране. Искренне и беззаветно любить Родину. Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия. В вас верят, переживают за вас и наши ветераны. И духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколения героев Отечества. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны, перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов, перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию. Объявляется минута молчания.
Спасибо. Дорогие наши ветераны, товарищи, друзья, 9 мая – это всегда очень эмоциональный, пронзительный день. В каждой семье чествуют своих героев, всматриваются в фотографии, в дорогие любимые лица, вспоминают родных, их рассказы о том, как они воевали, как работали. День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. И уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Татарстан Республикасы Раисы Рустам Нургалиулы Минниханов.
Қадірлі ветерандар һәм тыл хезмәтчәннәре, Казан гарнизоны хәрбиләре, парадта катнашучылар, хөрмәтле ватандашлар, сезне чын күңелдән Бөек Ватан сугышында җиңү көне белән котлыйм. Дорогие ветераны и труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона, участники парада, уважаемые татарстанцы, искренне поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. День Победы – самый главный и самый близкий каждому россиянину праздник. Навсегда в историю нашей многонациональной страны вписано 9 мая 1945 года. Этот день гордости за нашу героическую армию и флот, за наших дедов и прадедов. Великая победа далась нашей стране ценой тяжелейших, невосполнимых потерь и утрат. 27 миллионов погибших. Страшные цифры, которые болью в сердце отзываются у каждого из нас. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто отдал свою жизнь за мир на планете. Татарстандан гына фронтка 700 мең якташыбыз китте. Аларның яртысыннан артыгы сугыш кырында ятып калды. Халкыбызның үлемсез батырлыгына беркайчан да унутылмас. Уважаемые татарстанцы, неоценимый вклад в победу внесли наши труженики тыла. В республике было эвакуировано более 70 промышленных предприятий. Главным лозунгом стал «Все для фронта, все для победы». Несмотря на все тяготы и лишения военного времени, наш народ выстоял и победил. И сегодня мы от всей души говорим вам спасибо, дорогие наши ветераны-фронтовики, труженики тыла, за ваше мужество и отвагу, несокрушимую волю к победе. Низкий вам поклон. Без сезгә бик рәхмәтлебез. Победа в Великой Отечественной войне объединяет и сближает народы нашей страны. Как бы ни пытались недруги исказить историю, именно советский солдат отстоял свободу и независимость нашей Родины, народов Европы и всего мира. Мы все в неоплатном долгу перед нашими ветеранами. Священный долг нашего поколения – бережно передавать память о защитниках Отечества, сохранить историческую правду, не допуская попыток его искажения. Сегодня наша страна вновь столкнулась с тяжелейшим испытанием. Наши доблестные воины под руководством Верховного Главнокомандующего, президента России Владимира Владимировича Путина мужественно продолжают дело поколений победителей, отстаивают суверенитет и будущее нашей страны. Мы гордимся вами и верим, что победа будет за нами. Мөхтәрәм ветераннар, хөрмәтле ватандашлар, сезне ихлас күңелдән бүгенге бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Һәммәгезгә дә саулык, сәламәтлек. Дорогие ветераны, желаю вам доброго здоровья, благополучия, долгих лет жизни. Да здравствует Россия и ее многонациональный народ-победитель. С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы! Ура! Мәңге яшә
Парад! Смирно! Для встречи слева! Накра! Под звуки встречного марша начальник Казанского Суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Валерий Миронченко направляется к центру площади Тысячелетия для принятия доклада о готовности войск Казанского гарнизона к торжественному прохождению. Встречает командующий парадом полковник Александр Курин. Товарищ генерал-майор, войска Казанского гарнизона для торжественного прохождения вознаменования 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены. Заместитель начальника гарнизона полковник Курин. Товарищи участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, от имени воинов Казанского гарнизона приветствую и поздравляю вас с праздником Великой Победы! Ура! Начальник Казанского Суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Валерий Миронченко приветствует и поздравляет участников торжественного прохождения 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи суворовцы! Поздравляю вас с праздником Великой Победы! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с праздником Великой Победы! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с праздником Великой Победы! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с праздником Великой Победы! Здравствуйте, товарищи!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с праздником Великой Победы! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с праздником Великой Победы! Начальник Казанского Суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Валерий Николаевич Миронченко завершил объезд участников прохождения и направился к центральной трибуне для доклада раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Держи. Товарищ раис Республики Татарстан, войска Казанского гарнизона во знаменование 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены. Генерал-майор Миронченко. Вольно! Вольно! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики и труженики тыла, хөрмәтле казанлылар һәм Татарстан башкаласы кунаклары, на площади Тысячелетия начинается торжественное прохождение войск Казанского гарнизона. Парад! Равняйсь! Смирно! Торжественному маршу! Поротно! На одного линейного дистанции рота барабанщиков прямо, остальные направо. Равнение направо. Шагом марш! По традиции торжественное прохождение открывает рота барабанщиков в составе 100 лучших воспитанников Казанского Суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации. Юные суворовцы задают темп и ритм парадным расчетам. Возглавляет роту народный артист Республики Татарстан майор Владимир Ионов. Юные барабанщики принимают активное участие в общественно-массовых мероприятиях города Казани и Республики Татарстан.
Мимо трибун проходят знаменные группы с государственными флагами Российской Федерации, Республики Татарстан, знаменем Победы и со штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Знамя Победы доверено нести курсанту Казанского высшего танкового командного ордена Жукова краснознаменного училища Вадиму Гусеву. Военнослужащие Казанского высшего танкового командного ордена Жукова краснознаменного училища в форме военных лет. В годы войны наши стрелковые части были основной силой в борьбе с фашистским захватчиком. Парадный расчет возглавляет старший лейтенант Егор Алексеев. За смелость и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, награжден орденом Мужества. Проходит парадный расчет военнослужащих в форме героев-танкистов образца 1941 года. Танковые подразделения в годы войны выполняли задачи любой сложности, являясь главной ударной силой и неотъемлемой частью ключевых операций. Парадный расчет возглавляет командир роты старший лейтенант Филипп Осипов. Парадный расчет Казанского Суворовского военного училища. Во главе парадного расчета старший воспитатель курса подполковник Виктор Гуд. Гордое слово «суворовец» впервые в Казани прозвучало в 1944 году. 10 выпускников училища удостоены высокого звания Героя Советского Союза и России. Печатая шаг, на площадь выходят парадные расчеты офицеров и курсантов Казанского высшего танкового командного ордена Жукова краснознаменного училища. Боевое знамя училища доверено нести курсанту Тимуру Полякову, прадед которого освобождал города Мариуполь и Кёнигсберг. Расчет офицеров возглавляет заместитель начальника училища по учебно-научной работе полковник Алексей Степанов. Парадный расчет курсантов возглавляет командир роты старший лейтенант Александр Пялев. Среди выпускников училища 75 героев Советского Союза, 36 героев Российской Федерации. 22 из них звания присвоены в ходе специальной военной операции. Идут слушатели и курсанты Казанского юридического института МВД России. Многие из них достойно продолжают славное дело своих отцов и дедов. В этом году институт отметил свое 50-летие. Во главе парадного расчета майор Руслан Габдуллин. Торжественным маршем проходят сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан. Офицеры уголовно-исполнительной системы вносят весомый вклад в дело обеспечения законности и правопорядка республики. Мужской парадный расчет возглавляет капитан Дилюс Загидуллин. Наравне с мужчинами службу несут женщины. Во главе женского расчета капитан Светлана Ефимова. Парадным строем идут сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Татарстан. Пожарные, спасатели, военнослужащие, те, кто круглосуточно выполняет боевые задачи по защите населения и территории Республики Татарстан от пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Возглавляет парадный расчет капитан Виталий Кадочников. В торжественном прохождении принимают участие сотрудники Татарстанской таможни, Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы. Возглавляет парадный расчет подполковник Марсель Хисматуллин. На площади сводная рота курсантов военного учебного центра Казанского национального исследовательского технологического университета имени Кирова, который более 90 лет готовит офицеров, сержантов и солдат запаса для вооруженных сил России. Возглавляет парадный расчет полковник Радик Зябиров. На марше сводная рота парадного расчета военного учебного центра Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева. Возглавляет парадный расчет подполковник Игорь Григурко. Изделия, созданные выпускниками: сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25, истребитель Су-27,
ракетный комплекс «Тополь» Владимира Геннадьевича Садовникова и других сегодня обеспечивают обороноспособность нашей страны. На линии прохождения студентки Казанского государственного медицинского университета возглавляет парадный расчет студентка педиатрического факультета, отличница учебы Арина Грец. На марше принимают участие студенты Всероссийского государственного университета юстиции. Будущие юристы представлены мужским и женским расчетом. Мужской парадный расчет возглавляет отличник учебы Никита Додонов. Женский расчет возглавляет отличница учебы, активистка студенческого совета Азалия Ахметова. Стройными рядами проходят представители юноармейского движения Республики Татарстан. Во главе парадного расчета юноармейцев начальник городского штаба юнармии Рият Хабибрахманов. Представители юноармейского движения Республики Татарстан по результатам 2023 года в общероссийском смотре-конкурсе региональных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» заняли первое место и награждены кубком и дипломом министра обороны Российской Федерации. Юноармейцы стали победителями специальной номинации конкурса «Как регион». В строю юноармейские отряды образовательных учреждений города Казани. Руководит юноармейским движением Республики Татарстан генерал-майор Александр Бородин. Юноармейцев проходят воспитанники Раифского специального учебно-воспитательного учреждения. Свыше 50 человек выпускников учреждения являются участниками специальной военной операции и имеют государственные награды. Возглавляет парадный расчет выпускник 2020 года, участник специальной военной операции, инструктор кадетского корпуса училища Данил Шаталов. Проходят кадеты военно-патриотического образовательного центра школы номер 67 имени Анатолия Чехова Кировского района Казани. 15 выпускников и 3 педагога центра являются участниками специальной военной операции и награждены орденами и медалями. Парадный расчет возглавляет майор запаса Вячеслав Пахомов. На марше кадеты Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Возглавляет парадный расчет ветеран военной службы полковник Андрей Кратков. Знамя школы несет отличник учебы кадет 10 класса Асаф Сулагаев. Торжественным маршем проходят курсанты Института морского и речного флота имени Героя Советского Союза Михаила Девятаева, Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Мужские парадные расчеты возглавляют курсанты Никита Конский и Артем Ильмошкин. В 2024 году ВУЗ отмечает 120-летний юбилей. Во главе женского расчета курсант Юлиана Корякина. В парадном строю будущие капитаны и специалисты морского и речного транспорта. На марше принимают участие морские кадеты лицея номер 78 «Фарватер» Приволжского района города Казани. Парадный расчет возглавляет ветеран вооруженных сил, руководитель кадетского объединения подполковник запаса Артур Даудов. Выпускники объединения продолжают учебу в вузах Министерства обороны и других ведомств Российской Федерации. Выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Парадный расчет Союза десантников Республики Татарстан. Возглавляет парадный расчет председатель Союза десантников Республики Юрий Суворов. Их девиз «Никто, кроме нас». Парадный расчет Содружества пограничников Республики Татарстан. Их девиз «Там, где мы, там граница». А на границе никто, кроме нас. Возглавляет парадный расчет председатель Содружества пограничников Республики Альберт Сулейманов.
Впервые на марше парадные расчеты 7-го открытого военно-спортивного сбора суворовцев и кадет-наследники Победы. Печатая шаг, на площадь выходят воспитанники Астраханского Суворовского военного училища МВД России. Во главе парадного расчета начальник училища полковник внутренней службы Алексей Поляков. На площади Грозненское Суворовское военное училище МВД России имени Героя Российской Федерации Ахмата Кадырова. Возглавляет парадный расчет начальник училища полковник внутренней службы Ломали Бахаев. На марше Елабужское Суворовское военное училище МВД России. Возглавляет расчет начальник училища полковник внутренней службы Павел Валов. Парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского. Во главе расчета заместитель руководителя отделения воспитательной работы, подполковник юстиции Александр Никитин. На марше кадетский пожарно-спасательный корпус Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России. Во главе расчета начальник курса подполковник внутренней службы Михаил Сергеев. На площади Пермское президентское кадетское училище имени Героя России Федора Кузьмина войск Национальной гвардии России. Во главе расчета командир-воспитатель училища майор войск Национальной гвардии Российской Федерации Алексей Бортников. Стройными рядами проходят представители Самарского кадетского корпуса Министерства внутренних дел России. Возглавляет парадный расчет начальник корпуса МВД России, полковник внутренней службы Игорь Главчев. Парадный расчет Санкт-Петербургского Суворовского военного училища Министерства внутренних дел России. Возглавляет парадный расчет начальник училища генерал-майор полиции Игорь Медведев. На марше Читинское Суворовское военное училище МВД России. Возглавляет расчет начальник училища полковник внутренней службы Алексей Агеев. Четким строевым шагом идет рота почетного караула Казанского высшего танкового командного ордена Жукова краснознаменного училища. Возглавляет парадный расчет командир роты капитан Константин Рогожа, дед которого с первых дней мужественно сражался на полях Великой Отечественной войны и награжден орденом Красной Звезды и орденом Славы Третьей степени. На площадь входит боевая техника. Колонну возглавляет майор Иван Дедиков. В составе колонны техника времен Великой Отечественной войны и современные бронетранспортеры. Легендарный танк Т-34-85 носит имя Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Кобякова. В 1944 году за мужество и героизм, проявленные в белорусской операции, майор Кобяков Иван Григорьевич удостоен звания Героя Советского Союза. Над танком развивается историческое боевое красное знамя Казанского танкового училища, как напоминание каждому из бойцов и командиров части об их священном долге преданно служить Родине.
Танк Т-34-85, колхозник Татарии, назван в честь танковой колонны, состоящей из 200 танков, переданной тружениками Татарстана фронту в 1943 году. Данный танк был восстановлен в 2020 году военнослужащим Казанского танкового училища Евгением Алексеевым. Тяжелый советский танк ИС-3 назван в честь прославленного танкиста Зиновия Колобанова, который за время одного боя подбил 22 вражеских танка. Проходит советская противотанковая самоходная артиллерийская установка Су-100 периода Второй мировой войны класса истребителя танков. Самоходная установка названа в честь уроженца Верхнеуслонского района республики, героя Советского Союза, танкиста АСА Семена Коновалова. Мимо трибун проходит ПМ-13, легендарная «Катюша», наводившая ужас на гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны. Грузовой бортовой автомобиль ЗИС-5 с 37-мм автоматической зенитной пушкой АЗП-37, которая использовалась для борьбы со штурмовиками, истребителями-бомбардировщиками и как противотанковое орудие. Автомобиль принимал участие в ходе Великой Отечественной войны для подвоза боеприпасов, продуктов питания и другого военно-технического имущества. Мотоцикл МБ-650 служил для перемещения и выполнения диверсионно-разведывательных задач. Проходит бронетранспортер БТР-80А, предназначенный для поддержки и транспортировки мотострелковых войск на поле боя. БТР-82, БТР-82А используются в сухопутных войсках и военно-морском флоте для доставки личного состава и выполнения других боевых задач. На данный момент активно применяются в зоне проведения специальной военной операции. Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ предназначена для ремонта и эвакуации колесных машин УАЗ, КАМАЗ, МАЗ. Торжественное прохождение войск Казанского гарнизона продолжают лучшие творческие коллективы Республики Татарстан. Сегодня, в день 79-й годовщины Великой Победы, мы говорим спасибо и воспеваем героический подвиг воинов-освободителей. Казан гарнизоны гаскерләренең тантаналы йөрешен Татарстан Республикасының иң яхшы иҗат коллективлары дәвам итә. Бүген без рәхмәт әйтәбез һәм ирек китерүче сугышчыларның батырлыгына дан җырлыйбыз. Слава и честь, офицеры, примите поклон наш земной за преданность вашу без меры великой России святой. Вы меч беспощадный с врагами, вы щит для любимой страны, и доблесть и вера за вами, за вами. Будет только мирным небо над моей страной, и для всех на земле пусть будет в каждом сердце пламя вечного огня. Ваши имена, ваши имена. Слава и честь, офицеры, примите поклон наш земной за преданность вашу без веры великой России святой, за верность отчизне. Бөек
Бөек ватан сугышы геройлары фронт юлын ватанга мәхәббәт, җиңүгә ышаныч, туганнары һәм якыннары янына кайту өмете белән үттеләр. Без җырларыбызны озак 4 елга сузылган фронт юлына багышлыйбыз. С любовью к родине, верой в победу и надеждой на встречу с родными и близкими прошли фронтовой путь герои Великой Отечественной войны. Фронтовой дороге длиною в долгих 4 года мы посвящаем наши песни. Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям дорогам фронтовым. Путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Эллинга и Тессе юлларыбыз, ey dostlar bulsa da bir kavga. Gönderkenler üzdük, aksına da düzdük, yolundan yazmadı ki şoför. Bu yolları, front yolları, kurup mıyız mansaklar yolları. Bu yerlerde bir gerektir, ileride ezmek biterler. Bu yerlerde bir gerektir, ileride ezmek biterler. Казаки, казаки, едут, едут, победим наши казаки. Азатлар, 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 Берлин, Будапешт, Азатлар. На Берлинской мостовой кони шли домой, шли подрягивая гривы кони денщики. Разбивая верховой, ребята не впервой, нам боюсь кони казацких и чужой реки. Казаки, казаки, едут, едут, победим наши казаки. Азатлар, 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 Берлин, Будапешт, Азатлар. Ехал я из Берлина по дороге прямой, на попутных машинах ехал с фронта домой. Ехал мимо Варшавы, ехал мимо Орла, там, где русская слава свет родных прошла. Маршала, чигунелен конвой, но злой кулерен хосик пожарла. Эй, встречай, славяй, поздравляй, милыми руками покрепче обнимай. На сцене народный артист России Дмитрий Певцов. Вспомним всех поименно. Вспомним горем своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе. Есть великое право забывать о себе. Есть высокое право пожелать и посметь. Стала вечную славой мгновенная смерть. От героев былых времен
только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядшие глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Великий полководец Александр Суворов сказал как-то: мы воюем не из ненависти к врагу, мы воюем из любви к Отечеству. Именно поэтому не было, нет и не будет в мире лучше воина, чем защитник нашей великой Богом хранимой страны. И сейчас в зоне СВО наши современные герои продолжают дело своих дедов и прадедов и приближают нашу страну к очередной великой победе. Нашим героям, нашим современным защитникам посвящаем мы эту песню. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народом Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старый израненный в битвах гармонии хоть русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. В них венце в русском вальсе сквозь года помнит сердце, не забудет никогда. Назлы ханла кадерле Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай.
дөнья, җиңү җырын күз яшьләре аша җырлады. Йөрәк түрләрендә саклый хәтер, яктымайны, данлы елларны. Җиңү белән бергә туган илгә якты өмет кайтты, май кайтты. Газиз илем өчен, җирем өчен рәхмәт сиңа, ватан солдаты. Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты, подарили вы планете великий май, победный май. Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли. Солдаты мая, слава вам навеки от всей земли, от всей земли. День Победы, как он был от нас далек, как в разле по душам таял полет. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом права. Это праздник, седьмой леса. Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом права. Это праздник, седьмой войска. Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы все, босиком выиграли шанс на базе. Пол Европы прожигали пол земли, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом права. Это праздник, седьмой войска. Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. В торжественной программе принимали участие сводный военный оркестр под руководством народного артиста Республики Татарстан подполковника Яна Орехова, оркестр МВД по Республике Татарстан, дирижер, народный артист Татарстана, подполковник полиции Марат Кадыров, оркестр управления Росгвардии по Республике... И вот на этой ноте заканчивается парад. Торжественное прохождение войск Казанского гарнизона по площади Тысячелетия. Но праздничные мероприятия еще продолжаются. Дөрестән көн дәвамында бәйрәм чаралары тукталмаячак әле. Һәр җирдә ветераннарны, тыл хезмәтчәннәрен һәм сугыш чоры балаларын тәбрикләячәкләр.
Ну а наш канал продолжит трансляцию вечером. Мы в 20 часов будем предварять праздничную программу с площади Тысячелетия, где начнется большой концерт, в котором примут участие звезды татарской эстрады, шоу-балеты, детские коллективы, фольклорные ансамбли. Меңгеллык мәйданында бәйрәм парады тәмамланды, ләкин бәйрәм чаралары әле тукталмый. Сезне җиңү көнендәге бәйрәм чараларын күрергә чакырып калабыз. Бары тик җылырак киенеп килергә генә кирәк әсәләй бит. Меңгеллык мәйданында кичкә 20 сәгатьтә, ягъни 8-дә Татарстан сәнгать осталарының концерт программасы тәкъдим ителәчәк. Ил көннәребез тыныч, күкләребез аяз булсын. Иминлегебез өчен барлык ветераннарга чын йөрәктән чыккан рәхмәтебезне белдерәбез. Бәйрәм белән һәм ветераннар алдында баш иябез. 9 мая 1945 года – священное событие в героической истории нашей страны. Каждый житель России должен знать о подвиге людей и быть благодарным нашим героям за мужество и преданность Родине. С праздником, дорогие ветераны! Спасибо за победу! Бәйрәм белән, хөрмәтле дуслар!